Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Абхазского телевидения кандидат в депутаты от 34-го Тхварчалского округа Абисалом Кварчи. Абисалом Алексеевич, здравствуйте! Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, добрый вечер. Вы являетесь довольно-таки успешным предпринимателем. Почему вы решили баллотироваться в парламент? Чем это решение мотивировано? Да, действительно, я предприниматель, и в мыслях не было вообще идти в парламент, но я понял, что у нас нет такой законодательной базы на сегодняшний день, которая могла защитить сельхозпроизводителя, предпринимателя. Знаете, начали применять такие нормы, которые ущемляют сельхозпроизводителя. Очевидные нормы. Был такой период, если вы помните, пошлину на орехфундук применили, фактически весь поток пошел в Грузию, здесь все переработки сократились, рабочие места сократились, и фактически мы наш восточный регион сделали сырьевой базой, да, грузинских предпринимателей. Ну, куда я не ходил, вроде бы все понимают, но вопрос нигде не решался. И потом человек должен быть, вы знаете, как будет уверен в завтрашнем дне, что правила игры резко не меняются, ухудшающие, скажем, его положение. Поэтому первая такая попытка была 5 лет тому назад, неудачная, так скажем. Но вот такое желание было попасть, и, по крайней мере, я не говорю, что там я инициировал бы какие-то великие законы, но, по крайней мере, можно было бы не допустить, чтобы принимались какие-то законы, которые ущемляют предпринимателей. Депутат не может все знать. Таких депутатов не бывает. Но у него есть помощники, у него есть, может у нас несколько институтов послать, запрос, получить ответ, и только потом принимать решения, а не по команде сверху. Во всем мире сельское хозяйство является одной из главных отраслей экономики. И, как известно, сельскохозяйственное направление в Абхазии мало развито, хотя специалисты говорят, что есть большой потенциал. Вот ваше мнение в этом вопросе хотелось бы узнать. Вот смотрите, у нас действительно был сельскохозяйственный регион, да, большой. У нас были более 11 тысяч чайных плантаций, 15 фабрик по переработке чая. И рядом наш сосед, самый крупный покупатель чая в мире. Да? Мы все это, вы помните, цитрусовые у нас были более 120 тысяч тонн. Вот. Все это у нас упало. Это говорит о нашем отношении к сельскому хозяйству. Мы не смогли сохранить тот потенциал, хотя бы сохранить. Да? По финансовой помощи российской, да, приблизительно, и плюс наши бюджетные вливания 2012 года по 2020 год, даже по 2018, да, более 1,5 миллиарда рублей было, вложено в сельское хозяйство. Но результата нет. Значит, мы неправильно расставили приоритеты. Все-таки нам мешает, знаете, наша постсоветская ментальность и постсоветское мышление. Крестьяне раньше, да, работники крестьян, они в советское время, им не надо было думать, они получали готовые задания, готовые планы какие-то, там, скажем, шелкопряд выращивали, табак выращивали, чай собирали. Другая ситуация была. Вот резкая, да, смена вот этой ситуации, к сожалению, житель села не оказался подготовленным. Понимаете, к этим переменам. Его надо переучивать, его надо подготавливать. Как именно его переучивать, вы сказали, подготавливать? Каким способом? Знаете, как есть международная организация, она была, борьба с голодом или ФАО, вот они проводят весьма эффективно, есть такие полевые фермерские школы. Приходит прямо агроном, ученый, специалист по защите растений и так далее, на месте показывает людям, как за каждой культурой ухаживать, как это делать. Но помимо этого, у нас по сегодняшний день нет закона о сельском хозяйстве, у нас существует только положение. Потом выделяются мизерные суммы. Ну, вот такое отношение, оно дало результат. Сегодня сельское хозяйство в упадке, люди в растерянности, все зарастает. Поэтому у нас должны быть ряд законодательных баз приняты. Вот мы говорим, подсобное хозяйство, да, сельское хозяйство. Вот. Что это за единица? Мы еще в 1998 году приняли закон о частно-фермерском хозяйстве. Ну, где наши фермеры? Вы знаете кого-нибудь? Когда вся наша продовольственная корзина и рынок весь импортным товаром завален, местного производителя нет. Мы местного производителя фактически убили, мы его не защитили, мы его не подготовили к этим жестким, суровым рыночным переменам, которые мы сегодня испытываем. Поэтому сельское хозяйство страдает.
к нему нужен особый подход. Вы баллотируетесь от Ткачалского района. Еще до войны Ткачал был процветающим индустриальным городом. К сожалению, сейчас мало что осталось от экономически развитого города. Вот какими вы видите пути выхода? Сегодня в 20 раз упало население города. Там экономики не может быть, где нет людей. И сегодня сказать, что район сам имеет такой потенциал, чтобы восстановить и создать рабочие места, это нереально. Если какой-то специальной программы не будет по оздоровлению, развитию этого города, то там это должна быть только государственная программа. Ну, на законодательном уровне что можно там сделать? Скажем, можно было бы его объявить не такой офшорной зоной для отмывания чего-то, просто специальная экономическая зона с максимальными льготами для тех, кто там будет открывать рабочие места. Там для нас самый главный показатель должен быть не поступление в бюджет, не налог с прибыли, сколько рабочих мест будет создано. В своей программе вы акцентируете внимание на необходимости развития сел. Говорите о том, что нужно помогать жителям села в плане доступности образования и медицинского обслуживания. Вот что вы конкретно имеете в виду и подробности, пожалуйста, расскажите об этом. Вы знаете как? Должна быть профилактическая медицина. Это обойдется гораздо дешевле, чем лечить человека. Вы смотрите, сколько мы тратим денег на отправку, на этот и так далее. Профилактическая медицина предусматривает каждые полгода какой-то, человек должен сдавать, особенно за 40 лет, 3 показателя, да, там, скажем, холестерин, сахар, протромбин, да, какой идет. Человека можно предупреждать, чтобы он чуть-чуть изменил режим жизни, изменил, свое питание рекомендательного характера, не медикаментозного, а другого характера можно делать. И образование – это самый важный аспект в государстве. Образование – это наше будущее. Вот ребенок вообще как личность формируется с 3 до 7 лет. Поэтому лучше нам вкладывать в образование. Образование должно быть не только учить там, считать, писать там, и вычислять. Мы должны учить нравственности, мы должны учить традициям. И когда мы воспитаем человека, которого мы вот представляем, да, который должен быть абхазец, да, или житель Абхазии, тогда нам меньше средств надо будет на содержание МВД тоже. Вопрос повышения ставки НДС неоднократно обсуждался на всех площадках, в том числе и с вашим участием. Вот в случае вашего избрания, Абислом Алексеевич, готовы ли вы лоббировать вопрос пересмотра существующих ставок? У нас был, условно говоря, 15 миллиардов импорт из России. Взял калькулятор один там экономист, в кавычках, и посчитал, если мы введем НДС 10%, вот вам 1,5 миллиарда рублей поступления в бюджет. И что? Да, первый год они сняли. И дальше что? Это такой удар нанесли. Вы понимаете, такие вот, я еще раз говорю, такие изменения так нельзя резко применять. Должен быть какой-то адаптационный период. Поэтому бизнес очень сильно пострадал. Вы посмотрите, вот даже я вам скажу, тот вот Зетострой, да, какие партии цемента завозили или другие организации. Вы знаете, это нехватка оборотных средств. Очень много проблем создало. И в итоге оно нивелировалось. Раньше был, в средний НДС, он не НДСом назывался, а назывался ввозной пошлиной. Он давал бюджет около 600 миллионов. Гораздо больше, чем сейчас, если перевести в доллар, это по-другому будет рассчитываться. И сегодня этот НДС дает 600 миллионов. И чего мы добились? Экономического эффекта нет, зато мы потрепали весь бизнес. Результата эффекта действительно нет. Поэтому сказать, что я буду лоббировать, так нельзя по-чапаевски действовать в экономике. Тем более бюджет сверста, есть какие-то, да, это процесс, который делается постепенно. Надо тихо-тихо налоговую нагрузку уменьшать. Человек с довольно активной гражданской позиции, очень много уделяете времени работе, общественной деятельности. А вот на семью остается время? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Вы знаете как, что бы мы ни говорили, сегодня, да, вот я смотрю, как там мои друзья, что могут себе позволить, мои партнеры, мы все-таки находимся в режиме выживания. Таких вот, скажем, мне нужно, у меня село, я житель села, там у меня подсобное свое хозяйство, ему время надо, это много времени отнимает. Дети растут, им тоже внимание, но я фактически мало бываю дома, к сожалению, понимаете, мало времени на общение с детьми, мало. Что делать? Такова жизнь. Моя задача
как вам сказать, чтобы дети мои получили качественное образование, чтобы были они здоровые. Абислам Алексеевич, спасибо за беседу. Мы желаем вам удачи. Вам тоже спасибо огромное за беседу. Спасибо. Напоминаем, что в студии Абхазского телевидения был кандидат в депутаты от 34-го Тхарчалского округа Абисалом Кварчи.